Среди новостей про подписанные договоры на 1 миллиард евро между Кыргызстаном и Германией остался без внимания язык заявления для прессы, которое Сооронбай Жээнбеков озвучил на кыргызском. Что тут удивительного, вы можете сказать. Но к всеобщему удивлению, это первый случай в истории независимого Кыргызстана, когда глава государства, находясь с визитом в другой стране, выступает на национальном языке. Федералдык канцлер Ангела Меркель айымга терең ыраазычтык билдирем. Эксперты же сообщают, что первый шаг сделан. Теперь эстафету должны взять члены правительства или любой другой чиновник, представляющий Кыргызстан за рубежом. В дипломатических отношениях национальный язык является одним из инструментов идентичности государства и подразумевает его суверенность и право разговаривать с другими странами на равных условиях. Говорить на своем национальном языке – это показатель зрелости, показатель того, что это государство, да, или этот президент действительно является национальным лидером. Потому что, видите, мы же говорим же эти вещи, но мы не придаем же конкретное значение этим вещам. Да. Есть понятие национальные интересы, национальный лидер, скажем. Да. То есть это поистине такой человек, который учитывает все особенности представляемого государства. Однако надо понимать, чтобы президент выступил на международной площадке на государственном языке, нужны человеческие ресурсы. Вся документация, вплоть до речи главы государства, готовят сотрудники его аппарата. Как сообщает профессиональный переводчик-синхронист Авланбек Джумабаев, мы привыкли представлять страну на русском языке не только за рубежом, но и в родных стенах. До этого мы привыкли к тому, чтобы в аппарате все документы готовились на русском языке. Это надо признать, потому что в самом аппарате профессионалов, которые хорошо бы владели государственным языком, их было мало. И то, что президент, встречаясь со своей коллегой Германии, вел встречу на кыргызском языке, это вполне закономерно. Мы должны это приветствовать, чтобы наш язык звучал вот на таких двухсторонних, даже если надо, многосторонних встречах. Язык переговоров между главами государств меняется в зависимости от их статуса. К примеру, тот же Путин или Эрдоган, несмотря на безупречное владение иностранным языком, принципиально выступает на международной арене только на национальном языке. Хотя свободно общаться наедине первые лица могут на любом из международных языков. Я в течение долгого времени работал пресс-секретарем президента, потому участвовал во многих международных саммитах и государственных визитах первых лиц. Всегда замечал, что экс-премьер Турции, ныне президент Реджеп Таyyip Эрдоган, куда бы ни ездил, какую страну бы ни посещал, всегда разговаривает на турецком языке. Кроме того, президент Грузии, кто бы ни занимал этот пост, тоже ведет переговоры на грузинском. Нурсултан Назарбаев, экс-президент Казахстана, выступает на родном казахском. К сожалению, наши представляют страну на русском языке. Я считаю, отечественные чиновники даже в России должны разговаривать на кыргызском, государственном языке. Станет ли выступление президента на кыргызском языке доброй традицией или это разовая акция, пока не ясно. Но точно понятно одно. Если это станет мейнстримом, то многие чиновники киргизы станут подтягивать госязык. А это, в свою очередь, повлияет на восприятие Кыргызстана мировым сообществом. Может, тогда весь мир перестанет смотреть на нашу страну как на бывшую Советскую Республику и начнет воспринимать как равную себе. Перизат Бакытова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.